Здравствуйте, в эфире «Вечерняя смена», в студии Алана Гадзацева. Сегодня мы вновь подготовили для вас много интересного, и проведите ближайший час вместе с нами. Начинаем эфир с приятных новостей. Важное событие в научной среде. В ближайшее время в свет выйдет энциклопедия осетинской нартиады в 3 томах. Это первый опыт обобщения осетинских сказаний о героях и богатырях. О работе над проектом поговорим с гостями нашей студии. Здравствуйте, Людвиг Алексеевич, Залина Константиновна. Спасибо, что пришли к нам. Что ж, очень значимый проект, очень значимое событие для Осетии и не только для Осетии. Людвиг Алексеевич, расскажите, пожалуйста, как возникла идея, как зародилась идея создания подобного объемного проекта и в чем значимость этого проекта? В 2013 году под моей редакцией и руководством была издана первая в истории Осетии энциклопедия. Она называется «Осетинская этнографическая энциклопедия». Эта энциклопедия оказалась уникальной, потому что по этнографической науке такой подобной энциклопедии еще не издавалось в целом. Вот эту энциклопедию я на всякий случай взял с собой для обозрения людей. Да. И вот, когда она вышла, эта книга, то сразу появилось многочисленное количество рецензий, отзывов в средствах массовой информации, по телевидению, в фейсбуках и в других. Народ в какой-то степени восторженно воспринял эту энциклопедию. И всем было очень приятно, что у нас в Осетии появилась такая энциклопедия в целом. Она называется этнографической, но фактически является фольклорно-этнографической энциклопедией. И уже 7-й год, и только с лишними положительные отзывы о его выходе. Когда она вышла, после этого ко мне обращались люди, свои же коллеги, мол, есть уже у вас опыт издания энциклопедии, работы над энциклопедией, может быть, возьмете за новую другую энциклопедию. И в частности предлагали, допустим, Костаевскую энциклопедию наподобие Лермонтовской. Есть же Лермонтовская энциклопедия. А другие предлагали взяться за Нартовскую энциклопедию. С этими мыслями я поделился с нашим директором, профессором Залиной Владимировной Конуковой. Мы обсудили этот вопрос. Она приветствовала эту идею, подбодрила меня, сказала о том, что я окажет всяческое содействие. И мы остановились на работе над Нартовской энциклопедией. Почему мы предпочли именно Нартовскую энциклопедию над Костаевской? Нартовскую энциклопедию мы предпочли, потому что к настоящему времени уже достигнут высокий уровень изученности нартовского эпоса. Появилось даже специальное научное направление нартоведения, так называемое. Да, это было достигнуто благодаря тому, что более 500 сказителей рассказывали, за 200 лет более 500 сказителей рассказали о героях нартовских сказаний, о различных сказаниях и так далее. За эти 2 столетия накопилось свыше десятки и сотни монографий и научных статей. За это время было проведено в работу на нартовскую тему, переключились очень многие зарубежные ученые, не только русские, но и зарубежные историки. Появились уже печатные издания десятками, насчитывается не только на осетинском, русском, но и на иностранных языках. Так что всесторонняя изученность этого эпоса уже позволяет, дает уже возможность для создания более крупного, такого универсального этнографического труда. Это было первое обстоятельство. Второе обстоятельство было вызвано тем, что за последние полстолетия
полстолетия, я бы сказал, в особенности после появления работы Василия Ивановича Баева «Нартовский эпос» в 1945 году, уже после этого появляются какие-то различные направления, ответвления от академической линии в нартовском эпосе. И появляются фальсификаторы нартовских сказаний, которым свидетелями являются мы сегодня. Почти, к сожалению, таких фальсификаторов набралось у всех народов, у которых существует версия нартовского эпоса. И вот в этой энциклопедии мы постарались хотя бы дать ответ всем тем, кто искажает науку, кто занимается лженаукой. И мы здесь преподносим людям именно настоящую академическую линию в нартоведении, которая была выдвинутая и отстаивалась Василием Ивановичем Абаевым, Жоржем Дюмюзилем, этими двумя корифеями нартоведения. Ну, в целом, значимость этой книги выходит за пределами нартоведения, потому что для бесписьменных народов, какими являются осетины, эпос имеет колоссальное значение. Мы можем сказать о том, что благодаря эпосу и языку своему народу мы узнали свой этногенез, происхождение своего народа определили, потому что это имеет исключительное значение для исследования культуры всего народа в целом. Так что в современном мире издание вот этой книги актуально и потому, чтобы просто заострить опять внимание молодых людей, в особенности общественность, именно к изучению этой жемчужины народного творчества, которая, к великому сожалению, последние годы, последние десятилетия все остывает. Раньше, когда уже в 40-х, 50-х годах прошлого столетия не было ни одного осетина, который бы не знал это наизусть нартовские сказания, не пересказывали их и так далее. А сейчас, к великому сожалению, иногда даже студенты филологических факультетов не могут назвать главных героев эпоса. Так что в этом и значимость этой эпосы мы рассматриваем, чтобы еще раз заострить внимание на эту жемчужину осетинского народного творчества. У нас очень много всякого богатства и так далее, духовного, но на первом месте все-таки надо ставить осетино-нартовские сказания. За это поклон и уважение нашим предкам. Сложно переоценить значимость той работы, о которой вы сказали. И получается, в течение какого времени шла работа над изданием? Над энциклопедией шла работа в целом с 2016 года по настоящее время. Сегодня уже шестой год заканчивается. Над этой энциклопедией работали в основном, мы вовлекли почти всех тех, кто занимался исследованием нартовского эпоса. Да, в авторском коллективе более 50 ученых, которые представляют не только Осетию. Конечно, подавляющее большинство это ученые нашего северной и частицы Южной Осетии, но и мы привлекли всех тех, кто только занимался эпосом. Среди них там и ученые из Москвы, из Ленинграда, из Киева, минеральные воды из Испании и других районов. Кто только занимался эпосом, всех мы вовлекли в работу. Колоссально объемный труд. Залина Константиновна, хочу вас спросить, вот на ваш взгляд, что интересного будет для читателя, что совершенно новое откроется тем, кто будет знакомиться с этим трудом? Ну, важно отметить, что, пожалуй, осетинская нартиада – это один из значимых вкладов осетинского народа в сокровищницу мировой художественной культуры, значительно обогативший мировое эпическое наследие. Так вот, уникальность предлагаемого издания заключается в том, что, вот как уже было сказано, это первый междисциплинарный опыт обобщения фольклорных, этнографических, историографических, исторических, археологических материалов, а также академических исследований. И мы с вами помним, что во второй половине XX века фрагментарно уже вот некоторые краткие материалы справочного характера были опубликованы в аналогичных энциклопедиях. Это «Эпос народов мира»,
религия и мифы народов мира и прочее. Но они, как я уже сказала, несли такой вот незначительный справочный характер. И теперь вот в силу того, что с самого начала собиранием, изучения, публикации, систематизации нартовского эпоса, как Людвиг Алексеевич сказал, нартоведение уже накопило настолько объемный материал, что настала необходимость создания вот этого вот обширного, объемного труда. И вот как вы меня спросили, вот в чем интерес, да, прежде всего нужно отметить доминантные направления, да, энциклопедии. Это историография нартовского эпоса, сюжеты, мотивы и циклы, религиозно-мифологические реминисценции, которых достаточное количество в эпических текстах, да, эпос и обряд, ареальные связи, пожалуй, наиболее значимый аспект энциклопедии – это ареальные связи, поскольку они позволяют нам в научно обоснованной форме адекватно дать определение и обоснование истинной принадлежности эпоса и возникновения ядра эпоса, да? То есть благодаря этим ареальным связям, которые нас отсылают к скифо-сармато-аланскому миру, к индоевропейской общности, да, мы можем совершенно четко говорить о том, что изначально ядро нартовского эпоса возникло на почве скифо-сармато-алан, ну, соответственно, их потомков осетин. Также следует отметить нартиаду в мировой художественной культуре, да, то есть в различных видах искусства. И все эти элементы, которые были сейчас названы, они в той или иной форме представлены в данной энциклопедии. И характерно, что этот энциклопедический труд, он представляет собой не только вот свод вот этих вот накопленных материалов, а благодаря работе над этим изданием нам удалось разработать ряд теоретических вопросов также, потому что это всеобъемлющий труд. Но я, конечно, прежде всего должна была сказать, что инициировал этот выдающийся труд наш научный руководитель и вдохновитель Людвиг Алексеевич Чебиров. Он и создал вот этот вот коллектив, который, конечно же, работа проводится на базе Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований, но Людвиг Алексеевич привлек к этой работе представителей различных научных центров и различных гуманитарных школ и направлений. То есть работа действительно достаточно колоссальная, объемная, серьезная. Вы подчеркнули значимость, да, каких-то нюансов, но если останавливаться более детально на каком-то из вопросов, в частности, вот признаки, по которым эпос можно считать именно осетинским. Да, мне отвечать, да? Я не знаю, как лучше. Но вообще-то, конечно же, есть скажем так, вот эпос и вообще вот направление нартоведения, оно имеет отношение к фольклористике, но вот в том-то и значимость исследования эпического наследия, что оно имеет отношение ко всем гуманитарным наукам. Да? И вот если мы говорим о теоретических вопросах эпосоведения, в частности нартоведения, то там, соответственно, есть свои определенные каноны. Так вот, если мы будем говорить исключительно об осетинской нартиаде, да, то мы понимаем, что это завершенное произведение устного народного творчества, которое по своей жанровой характеристике, оно схоже с эпопеей. То есть эпопея – это завершенная стадия формирования эпоса. Так вот, осетинский эпос, он имеет свое начало, имеет свое завершение. То есть в эпосе наблюдается как генеалогическая, так и биографическая циклизация. То есть в осетинском эпосе имеются циклы, которые
которые также имеют свое начало и логическое завершение. Все главные герои эпоса, да, мы отслеживаем их биографию от их появления до ухода из жизни. Да. Это и есть показатель стройного повествования эпоса, вот, приближенного к эпопее. И если мы будем проводить сравнительный анализ вариантов, существующих у кавказских народов, то мы легко обнаруживаем, что вот этих вот всех показателей, да, завершенности эпоса у них нет. А также по многим другим. Вот если мы будем говорить о религиозно-мифологической составляющей, да, эпоса, то мы понимаем, что весь пантеон небожителей, который присутствует в Кадагах как персонажи, да, эпические, он реально существует в религиозной традиции современной осетин. Равно как и календарная обрядность, да, всевозможные обряды, ритуалы, которые мы, слава Богу, сохранили в нашей традиции, да, в верованиях наших, они равно также и присутствуют в эпических сюжетах. И вот это вот взаимовлияние и взаимообогащение эпоса и обряда, оно тоже является показателем принадлежности, да, эпических текстов тому или иному народу, когда ты можешь посредством раскодирования мифов, да, понимать смысловую нагрузку своих традиционных обрядов. Я бы хотела уточняющий такой вопрос задать. Ну, наверное, адресую его Людвигу Алексеевичу. Вот скажите, этот труд будет интересен ли рядовому читателю или больше будет интересен научному сообществу, или он подходит и тем, и тем? Эта книга, мы об этом, конечно, думали. Это настоящая энциклопедия в полном смысле этого слова. А энциклопедиями пользуются все слои общества. Так что любой человек, любой грамотный или неграмотный человек может подчеркнуть из этой энциклопедии все самое интересное. Но хотел бы я продолжить мысли Залины Константиновны относительно, кому принадлежит, можно ли назвать его осетинским. Да, до сих пор очень много ученых за пределами Осетии занимались этим нартоведением. Но по настоящее время спорными вроде бы остается вопрос о первоначальном ядре эпоса. Вокруг этого первоначального ядра эпоса идут споры. И в тех версиях, кавказских версиях, у кого имеется нартовский эпос, все встали, подняли вопрос, и каждый претендует на него. Ингушские ученые говорят о том, что у них возникло первоначальное ядро. Да, карачаевцы и болгарцы то же самое. Раньше всех об этом заявляли адыги и абхазцы. Но мы не будем говорить о том, что академическая наука раньше словами Абаева сказала о том, что кому принадлежит эпос, что сыпка с арабским элементом. Но особенное доказательство в этом плане принадлежит Жоржу Дюмизилю, выдающемуся ученому, который является, нейтральным человеком абсолютно, никакого отношения он не имеет ни к одному из национальностей. Да, обратите внимание, вот его заключение, которое он сделал по этому вопросу, который уже наизусть даже знают многие ученые. Именно у осетин и без сомнения частично уже у далеких предков сформировалось ядро эпопеи, ее главные персонажи. Я знаю, что, публикуя это суждение, я огорчу моих черкесских и абхазских друзей, но истина дороже. В своей основе нартский эпос осетинский. Это пишет нейтральный великий французский ученый, академик французской академии наук. Так что вот в этой книге, которую мы составили в итоге, там очень много интересного и безусловные доказательства индоевропейских корнях происхождения нартовского эпоса. Здесь проводятся параллели, начиная с японского побережья до Атлантического, от Японии до Атлантического побережья. Это самое со многими народами Евразии, проживающие в этом районе, с которыми нартовский эпос в какой-то степени стыкуется, или мы можем провести с ними параллели. И это уже свидетельствует о его индоевропейском происхождении,
А это только одно из доказательств. По всем остальным доказательствам, которые могут характеризовать Юго-Осетинский, больше, чем достаточно вот предлагаемой энциклопедии. Да. И свидетельством тому ярким также и является отражение трехфункциональной системы мироздания, которая была также разработана Жоржем Дюмизилем и прочно закрепилась в осетинском народоведении, потому что сквозь вот эту вот трехфункциональность этой системы мироздания проходит все религиозно-мифологическое представление, все представления осетин, а также все, что происходит, все сюжеты, образы, мотивы, все, что происходит в нартовском эпосе. Что ж, это действительно радостное событие, очень приятная новость, выход в свет такого значимого для всех осетин мира, я думаю, труда, и не только для осетин. Людвиг Алексеевич, когда мы сможем уже увидеть книгу, когда она выйдет, будет издана и в каком объеме? Ну, как-то в самом начале, когда мы планировали, мы думали, что мы успеем сделать это к концу текущего года. Но, к великому сожалению, объем очень большой, и мы не успели. Большой коллектив работал над ней, редакторов и так далее. Но, видимо, сейчас уже идет верстка этого дела. Верстка уже ближайшие, после верстки мы его будем готовить уже как правки в типографию. Так что я думаю, что хотя бы к середине будущего года, в будущем году, в 1992 году, она обязательно выйдет. И все 3 тома, думаю. Главное, стоит вопрос его финансирования. Но я думаю, что правительство республики поймет наши усилия, наши труды и пойдет нам навстречу для покрытия типографских расходов. Очень на это надеемся, и действительно сложно, опять же, повторюсь, переоценить значимость такой работы, и очень надеемся, что действительно в ближайшее время мы сможем с ней познакомиться. Каждый читатель сможет ее приобрести. Спасибо вам большое за то, что уделили время, ответили на наши вопросы. Благодарим вас. Спасибо и вам. Сейчас прервемся на небольшую рекламу, сразу после нее продолжим наш эфир. Продолжаем вечернюю смену. 5 декабря Россия и весь мир отмечают День волонтера. Этот праздник нацелен привлечь внимание общественности к такому важному делу, как волонтерство, то есть безвозмездная помощь на благо общества. И Россия присоединилась к празднованию этой даты в 2017 году. Волонтерством можно заниматься как полный трудовой день, так и в свободное от работы время, разовое или на постоянной основе. Здесь главное желание помогать людям, ничего не ожидая взамен. И сегодня в нашей студии именно такие люди. Здравствуйте, Ольга, Дзераса, Милана. Спасибо, что пришли к нам. Ну, давайте начнем по очереди. Ольга, с вас давайте начнем. Расскажите о вашей волонтерской деятельности, чем конкретно вы занимаетесь и как давно вы в этой деятельности? Ну, я состою в молодежке ОНФ, конкретно сейчас. В этой деятельности я состою с 2019 года, и с этого время очень сильно изменилась как я, так и наша команда. В принципе, наша команда действует в разных сферах, но основная наша задача – это направить молодое поколение учеников СУЗов и ВУЗов на помощь взрослым и многодетным семьям. То есть бывало такое, что приходили к нам, скажем так, не очень приятные люди, которые лишь бы избавиться от учебы. Но уже через пару месяцев они бежали помогать, и у них горели глаза тем, что они хотели помочь людям, как-то проявить себя, принять участие в жизни республики. То есть эта деятельность, она как-то воспитывает, получается, да, человека? очень даже, потому что, ты, как сказала, таких людей было очень много. Они очень сильно менялись. А почему? Как это происходит? Что именно меняет человека? Думаю, именно реакция людей на твою помощь, когда тебе искренне говорят спасибо, это очень много значит. Улыбки людей, когда дети бегут к тебе, когда пожилые люди едва ли не со слезами на глазах говорят тебе спасибо, потому что они понимают, что эта помощь не потому, что так кто-то сказал, или потому что нам платят, а потому что мы сами этого хотим. И их улыбки, их спасибо очень много стоит. Это приятно действительно слышать. Зараса, вот вы как представитель организации, да, «Волонтеры Победы», расскажите о той работе, которая вами проводится, и вы в большей степени работаете с людьми старшего возраста, Да. вот особенности этой работы.
Особенности этой работы, ну, сейчас у нас такое непростое время, мы еще работаем с ветеранами Великой Отечественной войны, и, к сожалению, вот сейчас вот эта вот пандемия, наши ветераны находятся в зоне, в группе риска, и мы стараемся их не подвергать особому такому какому-то риску. Лишний раз стараемся к ним не приходить, чтобы как-то их не беспокоить, не дай бог не заразить их, потому что никто от этого не застрахован. Но все же мы стараемся ежедневно как-то оказывать им помощь, помогать им в чем-то. Кто-то, например, не может выйти в магазин или у него нет родственников, мы можем выйти, сходить им в магазин, привезти все необходимые продукты, лекарства, также оказываем, ну, различную помощь мы им оказываем. Как можем, так и помогаем. Это все, естественно, делается совместно с партией «Единая Россия», с которой мы очень тесно сотрудничаем. Они нам тоже очень сильно помогают. Вот сейчас будем тоже акцию проводить 9 числа совместно с партией. Ну вот, как-то так. Милана, расскажите о том, как вы занялись волонтерством, чем конкретно занимаетесь. Насколько я понимаю, вы волонтер-медик. Да, я представляю организацию «Волонтеры-медики». Я пришла в волонтерство 4 года назад, была рядовым волонтером. Сейчас я уже координатор направления по программе по работе со школьниками. То есть вся наша деятельность волонтеров-медиков, она связана с медициной. И мы работаем с разным контингентом населения, как с пожилыми, так и со школьниками. Мы проводим профилактические мероприятия, помогаем в лечебных учреждениях, в поликлиниках, в больницах. И во время пандемии мы оказывали огромную помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Вот расскажите об этом опыте, когда, ну, скажем, это началось с 2020 года, когда была полная растерянность и непонимание, что делать, в том числе и у медицинских работников, потому что больницы были переполнены, люди болели и дома. Вот о той работе, которая вами проводилась. У нас был организован региональный штаб. В рамках акции «Мы вместе» к нам приходили различные запросы от жителей нашей республики. Мы их обрабатывали и занимались доставкой лекарственных препаратов и продуктов питания маломобильным гражданам. Также мы помогали медорганизациям. Мы помогали вообще в перепрофилировании отделений в ковидные госпитали. И наши волонтеры также помогали врачам в красных зонах. Колоссальный труд, на самом деле, проделан всеми волонтерами. В столь непростое время волонтерское движение, оно процветает и увеличивается. Да? Вот, Дзараса, скажите, как вам кажется, почему набирает обороты волонтерство не только в Осетии, но, мне кажется, и в целом в России, а может даже и в мире? Мне кажется, вообще добровольческое движение стало набирать обороты после того, как был объявлен год добровольцев, год волонтеров. Это, можно сказать, стало то ли популярным, то ли еще чем. Вот я на самом деле сама не могу понять этого, но меня привлекает добровольческая деятельность, то, что я могу делать людям что-то хорошее, нести в массы что-то хорошее. И я это делаю не из-за того, что вот я там сейчас кому-то помогу, а этот кто-то мне потом поможет. То есть нам, волонтерам, достаточно абсолютно простого спасибо, простой улыбки, увидеть от людей то, что мы реально им помогаем, и мы что-то можем для них сделать. Ну, получается, как бы жизнь действительно имеет смысл, твое присутствие здесь, на этой планете, да, имеет смысл, и ты приносишь реальную пользу людям. А вот скажите, вот, Ольга, скажите, бывает такое, что теряете мотивацию, устаете? Знаете, в такие моменты помогает именно команда, потому что команда, в принципе, мы не работаем волонтеры отдельно. Мы работаем все вместе, вся организация ЮНА работают в команде. То есть я, например, состою также в волонтерах Победы и в других организациях. И когда ты теряешь мотивацию, с тобой всегда твоя команда, с тобой люди, которые ты оглядываешь назад, ты видишь, сколько добра ты сделал, сколько всего ты можешь сделать. Поэтому лично у меня не бывает такой проблемы, как потеря мотивации. Милана, скажите, вот вы как именно волонтер-медик, да, который напрямую работает с людьми, которые, возможно, имеют проблемы со здоровьем, болеют и так далее. Это очень часто сопряжено с каким-то негативом.
с плохим настроением, агрессией периодически, которая, в общем-то, не адресована конкретно вам, да, но человек страдает и от этого может быть агрессивным. Вот как вот эти моменты преодолеваются? Конечно, любая деятельность сопряжена с негативными моментами, но отдача, которая идет от людей, которым ты оказываешь помощь, она перекрывает все негативные моменты. При этом у нас есть направление психологическая помощь населению, которая также помогает нам самим в преодолении вот таких трудностей. Вот, к слову, да, как раз хотела задать вопрос. Вот волонтеры всегда всем помогают, а кто помогает волонтерам и в какой помощи могут нуждаться сами волонтеры? Вот, Зара, вам явно есть что сказать. Ну, да, вы правы. Мы как-то, вот как сказала Ольга, команда, это все зависит от команды. Мы работаем как Dream Team. То есть, например, вот я волонтер Победы, если мне тяжело, я могу кому-то вот из ребят сказать: давай, вот я сегодня не могу, давай ты это сделаешь. То есть мы постоянно поддерживаем друг друга, мы постоянно чувствуем вот эту поддержку друг от друга. И просто вот, чтобы взять, опустить руки, такой мысли, например, у меня никогда не было. Да, устаю физически, морально, это очень тяжело, но благодаря команде, благодаря ребятам, которые меня окружают, которые окружают нас, это вот дается очень легко. Мгм. А скажите, вот сколько времени вы посвящаете волонтерству? Волонтерству могу хоть каждый день, в зависимости от ситуации, потому что ветераны у нас такие люди, они могут позвонить утром, днем, ночью. Ты должен встать, пойти, то есть, чтобы не оставить их без внимания. То есть это не такая работа по режиму, скажем так? Нет, это работа не по режиму. Большинство занимаются это в свободное время, то есть у кого-то это как хобби, кому-то вот, ну, нравится. А кто-то вот именно прям серьезно этим занимается. И вот, ну, как-то так это у нас работа идет. То есть мы не смотрим на время, мы можем хоть в 5 утра встать, пойти помочь. Если человек нуждается, и ты можешь это сделать, то почему бы и нет? Мгм. Милана, расскажите также и о вашем опыте. Какие к вам, может быть, поступали необычные обращения или какие-то запомнившиеся для вас конкретно случаи помощи людям? Вот у нас волонтеры-медики, они дежурят в больницах, то есть оказывают помощь медперсоналу, и там, конечно, бывают специфические случаи, очень интересные. А в целом очень интересные, очень, как сказать, печальные, грустные, возможно, обращения к нам поступали как раз-таки во время пандемии. Мы с этим раньше не сталкивались, и, конечно, для нас это было необычно, для нас это было печально, и для нас это было важно очень помочь именно маломобильным гражданам, пожилым людям. Мгм. Ольга, расскажите о том опыте помощи, возможно, который вам как-то особенно запомнился. Ну, в принципе, мне запомнилась опять-таки пандемия. Как уже она говорила, мы работали вместе с волонтерами-медиками, и многим людям мы помогаем до сих пор. Подшефным бабушкам у нас есть как минимум 2, к которым я лично хожу постоянно. То есть кто-то маломобилен, кому-то важна не столько наша материальная помощь или что-то физическая помощь, сколько просто общение, потому что это пожилые люди, которые остались одни, им очень не хватает общения. Также для меня большим впечатлением осталась помощь в чрезвычайных ситуациях. Я лично была на ЧС в Ялте. Также наша команда выезжала в Арктику, но туда брали только парней. Ну, это, в принципе, весь этот год мы очень много работали с людьми, и это действительно большой опыт. Мгм. А скажите, есть у вас какие-то особенные, возможно, увлечения вне волонтерства, либо вы связываете с волонтерством свое будущее? Давайте, Милана, с вас. Волонтерство — это не профессия, то Это есть это образ зов жизни. души, да, Да. это образ души. И куда бы ни повела нас жизнь, где бы мы ни оказались, волонтерство — это всегда будет частью нашей жизни, частью нашей деятельности. Драса, может быть, вы что-то добавите? Ну, на самом деле мы все так или иначе являемся волонтерами, абсолютно любой, каждый житель в мире, в России, в нас в городе, элементарно даже, когда вот бабушке помогаем там продукты донести незнакомой бабушке, это тоже является своего рода такой волонтерской какой-то деятельностью, безвозмездной. Ну, в будущем я
вижу себя в добровольческой деятельности, хочу дальше развиваться в этой деятельности и надеюсь, что-нибудь да получится. Мгм. Ольга, а у вас какие планы на будущее? Ну, в принципе, для меня волонтерство это не работа, это зов души, как уже сказали, и я хочу остаться в этом на всю жизнь, потому что это действительно мое. Что ж, спасибо вам большое за ваши души, да, наверное, так правильно сказать, которые отзывчивы, которые стремятся помогать. Это действительно бесценно. И я думаю, да, вы чувствуете эту обратную связь, именно поэтому не перестаете заниматься тем, чем занимаетесь. Спасибо вам большое. Сейчас прервемся на небольшую рекламу. Сразу после нее продолжим наш эфир. Продолжаем вечернюю смену. Конкурс чтецов Ирон Фандер завершился во Владикавказе. Литературное состязание было посвящено дню рождения Костахи Тагурова. А участие в нем приняли студенты СУЗов. И в нашей студии сегодня победители и их руководитель. Это Арина Павловна, Хетак Цомартов и Сабина Кцоева. Здравствуйте, уважаемые гости. Спасибо, что пришли к нам. Арина Павловна, к вам хочу в первую очередь обратиться, чтобы вы рассказали об участии студентов в этом конкурсе. Что, на ваш взгляд, как педагога, он дал, в общем-то, ребятам? Ну, во-первых, то, что они приняли участие в этом конкурсе, это уже имеет большое значение. Они показали, на что способны. Они показали, что они хорошо владеют астинским языком. И Сабина даже смогла показать то, что она хорошо поет на астинском языке. Скажите, вот что собой представлял сам конкурс, какие в него входили туры, отборочные и так далее, задания конкурсные? Можно ребята сами об этом расскажут? Давайте, Хетак, расскажите, пожалуйста, начнем с вас. Как еще раз? Какие задания, какие требования предъявлял конкурс, что он в себя включал? Включалось все, то есть там было большое количество первых мест в плане того, что там было много, как правильно сказать, направлений. В плане, кто-то по одному месту получил, кто-то по другому. Номинации, Да. то есть разные были. Вот конкретно вы, какие проходили задания, что читали? Читал стихотворение «Нывш». Сабина, расскажите о том, что именно вы представляли на конкурсе. Я в номинации «Творческая личность» была. Я пела произведение Кусталя Ивановича Хитагурова «Кубада» на астинском языке. И, насколько я знаю, вы получили приз зрительских симпатий. Как вам кажется, почему именно такой приз? Чем вы, как вам кажется, зацепили публику? По словам жюри, им очень понравилось мое исполнение, как я прожила все то, что писал Коста, как я выдала это всем. И вот этим я, наверное, понравилось, и они мне дали приз зрительских симпатий. А если говорить о вашем личном ощущении, отношении к творчеству Косталя Ивановича, вот вы сказали, прожили, да, эту песню. Какие, собственно, чувства она у вас вызвала? Мне было, как сказать, обидно или я не знаю, как правильно в общем, сказать. прочувствовали Да, ту я боль, очень да, прочувствовала, которая да, все вот как это писалось, как это произведение писалось. Я максимально пыталась просто донести это и зрителям, и жюри. Очень хотела, чтобы они тоже прочувствовали все то же самое, что и я. Хетак, скажите, в какой номинации участвовали вы? Кто, может быть, еще принимал участие помимо вас? Что вас впечатлило в ваших коллегах, которые наравне с вами состязались, были вашими конкурентами? Помимо нас проходила также с нашего техникума девочка, одна с первого курса туризма. Также выиграла приз зрительских симпатий. То же самое она рассказывала стихотворение Косталя Ивановича Хитагурова. Также там было довольно много людей, которые, кто принимали участие данные, которые тоже задели меня своими стихотворениями. А скажите, что самое главное именно в чтении стихотворений
больше важна актерская составляющая, важно как бы понимать, о чем это произведение, чувствовать его, как вот это, как донести до жюри, что именно впечатляло, на ваш взгляд, жюри? Как по мне, самое главное было, то есть, передать свои эмоции, то, как ты себе это сам понимаешь. То есть, ну, как ты сам понимаешь это. А конкурс включал только чтение произведения или, может быть, были еще какие-то требования? Нет, только чтение. Мгм. И, на ваш взгляд, почему вы именно победили? Ну, наверное, не скромно так отвечать, но все-таки давайте не будем скромничать. Не могу ответить на этот вопрос. Так решили жюри. Ну, может быть, тогда Арина Павловна нам ответит. Как вам кажется, вот что именно впечатляло, включало жюри, что заставляло отметить тех или иных участников? Вот вы как наблюдали со стороны это, но все-таки. Ну, вы знаете, как грамотно стихотворение прочитать, это тоже имеет большое значение. Плюс еще туда можно добавить и эмоции тоже. И, кстати говоря, вот Хетак очень эмоционально, красиво прочитал это стихотворение. И, естественно, видимо, вдохновил и жюри тоже на то, чтобы ему дали первое место. Мгм. Ну, то есть, наверное, конкурс в себя включал именно оценку и ораторского мастерства, грамотность Конечно, речи, и, конечно, наверное, да. и актерскую составляющую. Конечно, все это вместе вот как раз и надо было показать. Мгм. Сабина, скажите, вообще, вы занимаетесь музыкой, да, как я понимаю? Да. Это ваше хобби? Да, Вы, это мое хобби. вы как-то планируете связывать с этим хобби ваше будущее? Какая у вас специализация, где вы учитесь? Я на 2-м курсе факультет туризм. Я бы хотела связать свою жизнь, конечно, с пением, но это лишь мои мечты. Там посмотрим, как получится. Вообще, какие у вас есть увлечения, чем интересуетесь? Мы хотим знать, чем интересуются победители конкурса чтецов. Ну, помимо того, что я очень люблю петь, я также люблю и танцевать наши народные танцы. Я давно хожу на танцы. Сейчас на данный момент не хожу, потому что у меня с учебой по времени вообще не получается. Так, сейчас занимаюсь только вокалом. Хетак, расскажите о ваших увлечениях, о ваших интересах. Вы вообще интересуетесь поэзией? Да, конечно, но самое главное, в первую очередь, это учеба. То есть все остальное на потом. А до этого вам приходилось читать стихи? Это просто вам нравится или вы как-то уже участвовали в подобных конкурсах? Ну, когда прежде я как сказать, учился в школе, то есть там меня часто уж также отправляли на конкурсы, там были также не только чтецов, но также и кто, ну, стих надо было подготовиться, ему написать. Вы писали стихотворение? А скажите, у вас много стихотворений или это такой небольшой? Ну, скажем так, это был единственный экземпляр. Как? Единственный, один только был. Одно стихотворение. Да. А о чем оно, если не секрет? Честно, так уже не вспомню. Просто было довольно давно. Арина Павловна, скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, сейчас молодое поколение, ваши студенты, ваши ученики интересуются ли творчеством Коста Ливановича Хитагурова? Понимают ли они его, чувствуют ли? Вы знаете, если сказать честно, то не все. А хотелось бы, чтобы все интересовались, чтобы читали Коста. Ну, я стараюсь, чтобы как можно больше моих студентов читали стихи Коста. И не только стихи Коста, и читали и на астинском языке, и на русском языке. И потому что не знать великого Коста Хитагурова – это просто даже очень стыдно. Ну, вот на ваш взгляд, проведение такого конкурса, участие и тем более победа в таком конкурсе, она повлияет ли на молодежь, как-то поменяет ее в плане интереса? Безусловно, безусловно. И, кстати говоря, надо сказать огромное спасибо организаторам, это Комитету молодежи и спорта, что они организовали такой конкурс, где приняли участие дети, и именно на астинском языке. И надо сказать им огромное спасибо за это, что они вот так вот, такой конкурс на таком уровне. И, между прочим, все было на высшем уровне.
скажу я вам. Спасибо, Поэтому вот спасибо отдельно я большое. приношу им огромную благодарность за это. Мы поздравляем вас еще раз с вашей победой, и я надеюсь, что это только начало ваших успехов, и следующие победы будут на другом уровне, на более высоком, может, на региональном, на уровне страны и так далее. Желаю вам больших успехов. Спасибо большое. Что ж, это была вечерняя смена. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.